Всем доброго дня! 129 лет назад, 15 октября 1894 года, родился Сакен Сейфуллин. Сакен Сейфуллин служил своему народу. Сакен Сейфуллин – казахский поэт, писатель и композитор, советский государственный и партийный деятель, один из первых председатель Совета народных комиссаров республики, основатель политического общества казахской молодежи «Бірлік» единство и газета «Еңбекші қазақ». Сакен родился 15 октября 1894 года в Жанаркинском районе Улутауской области в семье скотовода Сейфолла из рода Куандык-Аргыны. Сакен Сейфуллин является автором таких гениальных произведений, как поэма «Көкшетау», романов «Тар жол», «Тайғақ кешу», «Тернистый путь», «Ақ жолтай», о Агыбай Батыре, о соподвижнике хана Кенесары, «Дауыл алдында», «Перед бурей». Первый президент независимого Казахстана Назарбаев сказал: Сакен – национальная гордость. Он постоянно выступал выразителем дум и чаяний своего народа, делал исторические выводы. Достаточно слов, мыслей у нас о Сакене. Если говорить о заботе Сакена о своем народе, тут примеров множество. Во-первых, он смело взялся за возвращение казахскому народу своего исторического названия и решил этот вопрос с присущей ему настойчивостью и преданностью своему народу. 28-летний Сакен Сейфуллин в ноябре 1922 года избран председателем Совета народных комиссаров республики, главой представительства Казахстана. На этой должности он боролся за возвращение казахам их исторически верного названия «казах» и придание казахскому языку статуса государственного. В 1923 году в газете «Еңбекші қазақ» вышел материал Сакена Сейфуллина, в котором он написал: «Давайте называть казахов казахами, исправим ошибки. До сегодняшнего дня русские называли казахов киргизами». Из числа большевиков Сейфуллин и Кожанов неоднократно поднимали этот вопрос. 22 ноября 1923 года Президиум ЦИК парламента принято постановление о введении делопроизводства на казахском языке. С 1925 года с приходом из центра Голощекина в качестве главы Казахстана началось его понижение в карьере. В последующие годы занимался творчеством. В 1923 году Ахмету Байтурсунұлы исполнилось 50 лет. Будучи представителем, Сакен Сейфуллин не только участвовал, но и был одним из организаторов юбилейных торжеств в честь 50-летия Ахмета Байтурсунұлы. Открывая торжественное собрание, посвященное Байтурсунұлы, Сакен Сейфуллин сказал: «Ахмет Акей не только один из самых образованных казахов, но и тот человек, который во времена царской колониальной политики встал против угнетателей простого народа». Свое выступление на юбилейных торжествах Сакен опубликовал в газете «Еңбекші қазақ», добавив: Ахмет Байтурсынов – человек образованный. Он из тех просвещенных людей, которые в свое время возвысили свой голос против царских приспешников, кто встал на защиту униженного и угнетенного народа. Ахмет был единственным среди других ученых господ, который в царские времена пренебрег карьерой благами службы, предпочтя скитания и невзгоды, чтобы будить от великого сна народа, взывая попранной части. Ахмет отдал себя без остатка служению народу. В одном из номеров газета «Еңбекші қазақ» напечатана его статья, в котором говорится: только Ахмет Байтурсынов защищал честь казахского народа, у которого она была растоптана во времена царства. В те времена, когда некоторые грамотные казахи продавали свою совесть в погоне за властью, Ахмет Байтурсынов, не жалея себя, служил казахской нации. Далее Сакен Сейфуллин по фразеологии того времени, вопреки официальной пропаганде, даже допускает крамольные мысли, утверждая, что Ахмет Байтурсынов – истинный сын казахского народа. Какой казах, признающий постановление партии, смог сказать такие слова, кроме Сакена? Все это не прошло бесследно. В
в московских газетах вышли статьи о том, что товарищ Сейфуллин не знает путей борьбы с национализмом, и его самого обвинили в национализме. А Абдрахман Атиев, первый нарком внутренних дел, работавший под его руководством, написал статью, где критикует позицию Сейфуллина в отношении алашардинцев. Он поднял шум о том, что Сакен восхваляет самого большого вождя Алашорды. Следовательно, по мнению автора статьи, Сейфуллин мол соглашательство с классово чуждыми элементами, каким является Байтурсынов. Сакен вложил много сил тому, чтобы в нашей стране было возвращено имя Казахстан. Являясь членом Центрального исполнительного комитета, отвечающим за вопрос о земле, и почти вновь вышедшему журналу присвоил название «Кызыл Казахстан». Газету «Ошкон» превратил в «Еңбекші Казак». Там, где была малейшая возможность, он проявлял свою глубокую симпатию к своему народу. Если конкретным знаком заботливого отношения Сакена к своему народу было все то, что называли а придание казахскому языку статуса государственного языка, было настоящей заботой о своем народе. Сакен даже после ухода с поста не забывал данный вопрос. Доказательство тому является, что в 1925 году в Большом президиуме Центрального исполнительного комитета по его ходатайству был рассмотрен вопрос о выполнении декрета и о возвращении верного наименования «Казак». Несмотря на то, что в узком пути революции придерживал различные направления, признавшие советскую власть, Ахмет Байтурсунұлы он встречал с распростертым объятием. Мағжана Жұмабая пригласил в Алматы. О том, как он встретил его, мы хорошо знаем из воспоминаний современников и исторических документов. За всеми этим стоит человек с большой душой, думавший только о своем народе. 24 сентября 1937 года Сакен Сейфуллин был арестован НКВДшниками. По воспоминаниям супруги Сакена Гульбахрама, на последней встрече в тюрьме Сакен выглядел сошедшим с ума и разговаривал сам с собой. Видимо, чекисты его замучили своими зверскими пытками, а в начале 1938 года он был расстрелян как враг народа. В том же году репрессировали членов его семьи, отцу и братьев. Он со своей поэзией, человечностью, деятельностью входит в плеяду исторического века и остается великим сыном XX века, основателем литературы нового содержания. Сейфуллина можно поставить на один ряд с такими советскими политическими деятелями, как Султанбек Кожанов, Назир Турекулов, Шумабек Ташенов, Нуртас Ондасынов, Динмухамед Конаев и Узбекали Жанибеков. У каждого из них есть свое место в нашей истории. Если вам понравилось данное видео, поделитесь, пожалуйста, с друзьями. А также прошу вас поддержать наш канал своей подпиской и оставить комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. До новых встреч, друзья! Всем желаю крепкого здоровья и удачи. Всем пока!